Мы приветствуем вас на секции проектирования инструментария формирующего оценивания. У нас тут небольшие накладки, поэтому я прошу прощения, мы задержались. И для начала, в начале работы я передаю слово Оксане Геннадьевне Карандашовой, учителю начальных классов школы номер 184 города Санкт-Петербурга. Оксана Геннадьевна, вам, пожалуйста, слово. А я отключаюсь и потом уже по завершению вашего выступления подключусь. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Карандашева Оксана Геннадьевна, учитель начальных классов школы номер 184 города Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о проектировании инструментов формирующего оценивания и вообще о том, что же такое формирующее оценивание. Современные реалии обучения ставят перед учителем проблему поиска новых форм оценивания. Ученику не только важно получить оценку учителя, но и самому активно участвовать в процессе оценивания. Учителю необходимо не только оценивать предметные знания, умения, навыки, как основную цель обучения, но и формирование общеучебных компетентностей учащихся. Это повлекло за собой некоторые изменения в системе оценивания. Традиционная система оценивания имеет ряд проблем, и вы, наверное, все прекрасно об этом знаете. Это, конечно, недостаточная разработанность критериев и методов оценивания. За последнее время достаточно часто меняются и учебные программы, вводятся новые стандарты образования, но так и не выявлено четких критериев оценивания, которые бы отвечали всем современным требованиям. Их так и не появилось. При проверке качества освоения темы или его отдельной части учитель чаще всего ориентируется на собственную интуицию, на свое понимание. Сколько вопросов задать, в какой последовательности, какие важны, какие второстепенные. Все эти проблемы учитель решает сам или опирается на методическую литературу, которой сейчас достаточно много. А сама система оценивания, сами критерии в начальной школе разработаны еще много-много лет назад. И это, конечно, была проблема именно в недостаточном понимании учителем, что нужно оценивать и в какой форме. Непонимание критериев оценки, неприятие оценки. Часто учащиеся равнодушны к оценке и к отметке, или наоборот, это вызывает, например, какой-то вот негативной реакции. У детей очень много трудностей с самооценкой. Конечно, тут никуда не денешься от личных качеств учителя. Это отношение его к конкретному ученику, разделение учеников на группы, сильные, слабые, так называемые, средние. И, конечно, ребенок, который уже попал в группу слабых, зачастую ему очень сложно перейти в группу даже средних, а не только сильных. Это и завышение отметок детям из желания угодить родителям или общественности, или наоборот наказать за какое-то, как считает учитель, неправильное поведение. Здесь, конечно, нужно разделить четко термины оценка и отметка. Оценивание – это процесс непрерывный. Он осуществляется на каждом уроке, не только в конце учебной четверти или года. Оценивание – это процесс наблюдения за учебной и познавательной деятельностью учащихся, а также процесс описания, сбора информации, интерпретации этой информации об ученике с целью улучшения качества образования. Оценка – это результат процесса оценивания. Деятельность или действие по оцениванию. Качественная информация для обратной связи. Отметка же – это символ, условно-формальное, количественное выражение оценки учебных достижений для учащихся в числах, буквах или каким-то иным образом, как попытки каких-то значков и других материалов для выставления отметки. Отметки как выставляются у нас на каждом уроке, так они выставляются в конце четверти или триместра и в конце года. Отметки – это, в общем-то, то, что воспринимают больше всего родители, ученики и учителя. Но, конечно, хочется немного это изменить. Новый образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения образовательной программы, согласно которому ученик должен уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами самостоятельно.
осуществлять контроль своей деятельности, уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, владеть основами самоконтроля, самооценки, контролировать процессы и результаты своей деятельности, вносить коррективы и, наконец, адекватно оценивать свои достижения. Здесь возникает довольно-таки острая для нашего образования проблема. Для того, чтобы этот процесс реализовался на практике, необходимо ученику предоставить доступ к оцениванию, даже самому маленькому ученику. Так как согласно федеральным стандартам, оценка – это особое действие, которое должно отображать то, чему научился обучающийся, насколько он продвинулся к цели, что нового узнал. То есть учитель, всегда остававшийся контролером, должен поделиться своими функциями с учеником и, конечно, поделиться инструментами оценивания, раскрыть ему основания или критерии оценки, научить его пользоваться этими инструментами, дать возможность воспользоваться результатами в своих интересах. То есть ребенок должен знать, какие он результаты получил, что он может изменить и как он может их использовать. Конечно, все новое вводится трудно, и вот мы говорим о формирующем оценивании. Формирующее оценивание – это когда оценка применяется для получения данных о текущем состоянии для определения ближайших шагов в направлении улучшения. Полное определение вот представлено на экране. Формирующее оценивание помогает каждому учителю получить информацию о том, как много и насколько успешно учатся его ученики. Педагоги смогут на основе полученной обратной связи переориентировать преподавание так, чтобы дети учились более активно, эффективно. Поэтому формирующее оценивание необходимо для того, чтобы диагностировать, как идет учебный процесс. И какие данные кажутся неудовлетворительными, а какие вот именно устраивают и ребенка, ученика, и учителя, и родителей. И вот на основе этих данных учителю необходимо будет внести изменения в учебный процесс и совершенствовать именно учебный процесс с целью улучшения этих результатов. Формирующим этот вид оценивания называется, потому что оценка ориентирована на конкретного ученика. Она призвана выявить какие-то пробелы в освоении учащимся и восполнить эти пробелы с максимальной эффективностью. Ну, мы все говорим, что дети – это цветы жизни, очень часто говорим. И как можно вот соотнести оценивание? Если мы говорим об обычном суммативном оценивании, которое мы осуществляем каждый день, это, например, если мы растения будем каждый день измерять, то же самое оценивать. Может, конечно, и интересно сравнить, проанализировать результаты этих измерений, но это никак не повлияет на их рост, если мы узнаем эти результаты. А вот формирующее оценивание – это эквивалентно как бы уходу за растениями, его поливу соответствующим потребностям растений, что непосредственно влияет на их рост, так и для детей. Мы говорим о том, что изменяем мы процесс обучения, используем результаты для этого изменения и, конечно, стараемся с помощью вот этих результатов улучшить обучение. Как работает формирующее оценивание? Оценка – это получение данных о текущем состоянии и определение ближайших шагов в направлении улучшения. То есть идет два этапа. Получили данные и определяем ближайшие шаги в направлении улучшения. Это можно рассказать вот как такой цикл бесконечный. Мы анализируем знания, умения, ценностные установки, поведение учащихся и многое другое. Дальше даем ученику обратную связь по итогам этого обучения. Затем у нас идет определение новой цели. Мы определяем, какая же цель у нас, что у нас получается, что не получается. Вырабатываем траекторию обучения. И дальше по циклу снова анализируем, даем обратную связь, определяем новую цель и определяем траекторию обучения. Это процесс, как бы можно сказать, бесконечный. Вот. Выделяется 5 принципов формирующего оценивания. Педагог регулярно обеспечивает обратную связь, представляя учащимся комментарии, замечания и многое другое по поводу их деятельности. Учащийся принимает активное участие в организации процесса собственного обучения.
То есть он не только объект, но он и субъект. Педагог меняет техники, технологии обучения в зависимости от изменения результатов обучения. То есть педагог очень работает гибко в этом случае. Педагог осознает, что оценивание посредством отметки может резко снизить мотивацию и самооценку учащегося. И, конечно, важный этап, о котором мы часто забываем, что мы учим наших детей самооценке. Умение оценивать себя – это очень сложный процесс, который у ребенка вот только-только начинается в начальной школе, например, и продолжается уже в среднем и старшем звене. Посмотрим, что же такое оценивание для обучения. Работая так, ученики смогут сами ставить цели учения, не бояться ошибок. То есть, если ребенок понимает, что он может ошибиться, свою ошибку исправить, то он не будет бояться этих ошибок. Ученики сами оценивают процесс и результат учения и осуществляют самооценку деятельности. Учитель же организует учебный процесс в соответствии с образовательным результатом. То есть он оценивает, выявляет результаты, организует именно учебный процесс, используя эти результаты. И, конечно, формирует самооценку. Он делает учащихся активными участниками образовательной и оценочной деятельности. Это один из самых важных результатов работы. Кто оценивает? Ученик оценивает свои личные достижения и результаты, только свои. Он оценивает свой прогресс учения, приращение знаний, умений, навыков. Учитель же оценивает личные достижения учеников, процессы, которые завершились. То есть вот он определенный этап прошел, как я вам по циклу показывала, он оценивает, и процессы, которые еще идут. Здесь важно сказать об установлении оперативной взаимосвязи между учителем и учеником. Для того, чтобы вот именно было это эффективно. Это обязательно необходимо взаимодействие между учеником и учителем. Тогда учитель может сообщить результаты ученику, ученик, соответственно, изменить свои цели, организовать свою самооценку, увидеть свой прогресс в учении и, конечно, получить свой результат. То есть он активно работает в этом плане. И поговорим с вами уже конкретно о методах. Это оценивание. Это вот, можно сказать, о стратегии оценивания. Они новые. Это методы, которые учитель использует для сбора информации, общеучебных достижений учащихся. Для чего такие методы нужны? Это для более эффективной оценки учащихся. И, конечно, инструменты эти достаточно новые, но есть и те, которые мы уже давно используем, которые просто нужно пересмотреть, как их использовать в своей работе. Применяя ту или иную стратегию оценивания, важно понимать, на что она нацелена, каких результатов мы добиваемся, как помогаем ученику размышлять о его успехах и учебе. Вот здесь выписаны стратегии оценивания. И мы видим, что есть стратегии для определения потребностей учеников, стратегии, направленные на развитие самостоятельности и взаимодействия, есть стратегии наблюдения за процессом, стратегии проверки понимания и поддержки метапознания, стратегии, подтверждающие достигнутые умения. Как же выбрать нам необходимую стратегию? Здесь очень хорошо у нас идет классификация учебных целей по Блуму. Посмотрите, возможность очень прекрасная. Мы видим познавательные цели. Оценка, синтез, анализ, применение, понимание, ознакомление. А дальше вот обычно используют такое колесо, а для меня вот как-то вот именно такое обозначение более проще. Здесь есть цель, и здесь есть задание, которое может учитель использовать. Необходима нам оценка. Мы говорим, что мы выявляем задание, вот отсюда берем. Дальше необходим синтез, например, придумайте игру, разработайте план, напишите различные высказывания. То есть вот мы идем именно от цели. Вся работа по оцениванию у нас направлена от цели. И дальше
здесь показано, какие можно использовать инструменты. Например, если есть учебные цели, ориентированные на знания, это знание, понимание, применение, анализ, синтез и суждение. Есть учебные цели, ориентированные на умение, это восприятие, установка, управляемый ответ, механизм, адаптация, организация. Есть учебные цели, ориентированные на мотивацию, получает и воспринимает, отвечает, ценит, организует, имеет систему ценностей. Выбрали мы цели, выбрали задание и выбрали инструмент, который вы будете использовать. Это может быть веб-инструмент, то есть он находится с использованием веб-сервисов интернет, а возможно вы просто выберете бумагу и ручку, это тоже возможно. Давайте с вами посмотрим, какие конкретные задания можно дать именно на формирующее оценивание. Очень много инструментов таких предоставляет Яндекс. И раньше, если мы использовали достаточно много Google инструментов, то теперь, когда я рассмотрела возможности Яндекса, я поняла, что Яндекс дает иногда более широкие возможности для использования таких инструментов. Первый инструмент, который я использую, это таблицы ZIO и ZHAU. Я взяла их еще с проектной деятельности, и они очень себя оправдывают. Это стратегия выявления потребностей учащихся. Здесь мы выявляем и актуализируем первичные знания по теме, мотивируем их на участие в проекте, в учебной деятельности, определяем интересы и потребности учащихся в ходе проекта или урока. Первое, что определяю вопросы, какие необходимы, и размещаю их в первую колонку таблицы. Дальше у нас идут колонки «Знаю», «Интересуюсь», «Умею». Поэтому таблица и называется ZIO. А если мы говорим о таблице ЗКУ, то «Знаю», «Хочу», «Узнать», «Узнал». Можете использовать любую, она, в принципе, работает все. Итак, первое, задаем вопрос. Например, если берем окружающий мир в первом классе, какие команды дает светофор? Дети многое достаточно знают, они могут в колонку внести с помощью учителя, что они знают. Знаю, какие есть цвета у светофора. Дальше идет колонка «Интересуюсь». Интересуюсь, например, как устроен светофор, где его ставят, почему его там именно в этом месте ставят, как его изобрели и все остальное. Это размещаем в колонку «Интересуюсь». Вот. И дальше мы размещаем следующий вопрос «Умею». Это уже заполняется в конце, после изучения нового материала. Это, например, после изучения темы урока или после изучения темы раздела. То есть дети определили, что знают, определили цель, что они интересуются, что они хотят узнать, и в конце они заполняют, что они узнали, что они умеют. Вот. И здесь какая оценка идет ребенка, что он хотел, какую цель поставил и что он узнал. Соответствует ли цели результатам, которые он получил. Итак, может быть индивидуальное заполнение таких листов, может быть командное заполнение, то есть в класс разделен на какие-то группы, может быть заполнение всем классом. И почему я рассказала вот именно о Яндекс документах? Можно эту работу выполнять как на уроке в бумажном виде, распечатали и дали. Можно это делать и на онлайн-уроках, которые сейчас вот очень часто бывают на гибридных уроках, когда применяется, например, если дети работают в классе, заполняют, то ребенок, который сидит дома, может это взять документы онлайн, заполнить в Яндексе или распечатать для себя. Можно это давать, если вы ведете уроки онлайн при каких-то вот условиях, например, заполнение это именно в онлайн формате, особенно если вы работаете со старшеклассниками. Прекрасно работают эти таблицы. Также очень хорошо используется форма оценивания. Здесь еще представлены формы Google, но я вот изучила и посмотрела, что Яндекс формы тоже отличаются тем же удобством. Единственное, что пока еще не нашла, как диаграмма составляется, но вопросы вносятся легко и удобно. Результаты тоже предоставляются в таблице. Вы можете эти таблицы сохранять, например, на своем Яндекс.Диске, можете распечатать, можете себе скачивать на компьютер. Здесь все вопросы, которые отвечает ребенок в форме, можно увидеть и
конечно, в этой таблице. Очень удобно и очень хорошо работает. Следующая, наверное, стратегия – это развитие самостоятельности и взаимодействия. Здесь для работы очень удобно использовать различные листы самооценки. Они удобны и в классе для работы, и удобно при работе в различных онлайн-форматах. Здесь ребенок оценивает свою работу, как конкретно он сам выполнял эту работу, может оценить навыки, как он умеет сотрудничать. Работа у нас в таких документах очень похожа. Есть утверждение, на которое ребенок отвечает «да» или «нет», или может иногда у него этот ответ. Заполняется обычно эта форма очень быстро, ставятся или плюсы, или галочки в колонках, чтобы это не затягивало работу. И происходит анализ, получается ли у ребенка сотрудничать с другими. Также можно оценивать результаты работы команды. Почему у одной команды получилось выполнить на уроке все задания, а у другой нет. Вот, пожалуйста, это материал для бесед. Что не получилось? Не получилось выслушивать мнение, не получилось организовать совместную работу по плану. И вот каждый так работает. Очень хорошо идут различные путевые дневники. Вот здесь самостоятельность. То есть ребенку дан план работы на уроке. И он поэтапно отмечает, на каком этапе он находится и как он выполнил работу на этом этапе. Поэтому вот Яндекс документы дают очень широкую возможность работать в этих стратегиях. Интересная такая стратегия, когда необходимо доказывать понимание и умение. Здесь необходимо создать условия для демонстрации ребенком результатов, которые он получает как в ходе работы, так и в результате работы. Здесь тоже хорошо можно использовать такие у нас платформы, как Яндекс.Учебник и Учи.ру. Там уже представлены конкретные разработанные материалы, которые учитель может просто взять и с этим идти работать, и с этим оценивать эти результаты, которые получил ребенок в ходе обучения. И самое удобное, что результат дается очень быстро, получается сразу, нет необходимости оценивать каждую работу, вам приходит уже готовый результат. И, конечно, используя таблицы, которые есть в Яндекс.Учебнике, учителю очень хорошо и быстро можно организовать обратную связь для ребенка. То есть он видит, что не только учитель его оценивал, еще тут третья сторона, можно сказать, это компьютер, который оценивает тоже ребенка. Мы делегируем не только ребенку функции оценивания, но еще и компьютеру, которые иногда дети доверяют больше даже, чем учителю. Вот посмотри, это тебя оценил компьютер, как вот ты выполнил это задание. Посмотри, здесь у тебя плюс, здесь минус, здесь столько-то баллов, а здесь столько. И учитель здесь не играл такую решающую роль. Он только интерпретировал результаты. Одним из интересных приемов, которые тоже можно использовать, это и рассуждение по алгоритму. Это тоже прием формирующего оценивания. Что здесь важно? Здесь важно, вы, наверное, используете различные таблицы, алгоритмы, которые составляете вместе с детьми. На первом этапе здесь учителю очень важно вместе с учениками выработать вот этот алгоритм. Здесь нельзя только представить готовую таблицу, например, купленную или вами напечатанную. Вот. Обязательно, чтобы ребенок принял участие, вложил в эту таблицу, в этот алгоритм, в этот план свое. Дальше идет визуализация. Кому-то удобно табличку составить, кому-то удобно схему составить, кому-то план. И, конечно, хорошо, если у ребенка это будет его личный алгоритм, самостоятельно составленный. Дальше мы проверяем алгоритм. Пытаемся объяснить другим детям, как можно выполнить работу по алгоритму, объяснить этот материал. И последний этап – это работа предложения по улучшению. То есть остальные, кто выслушал ученика, объясняют, вот у тебя здесь хорошо получилось, ты здесь прекрасно все представил, а вот тут у тебя не получилось, нужно изменить, я рекомендую тебе сделать так. Именно когда вот все эти этапы соблюдаются, тогда вот оценивание работает. То есть вы сразу можете увидеть, понял ли ребенок материал, когда он вам составит алгоритм, объяснит,
и исправить недочеты этого алгоритма. Такой простой, можно сказать, прием – это внутренний и внешний круг. Он использовался раньше для активизации работы, но он может использоваться и для оценивания. Активный прием, когда дети становятся в два круга. Круг внешний и круг внутренний. И ученик задает ребенку, который оказался напротив него, вопрос по ходу урока, вот, по знаниям, которые он получил. И взамен тоже получает ответ и вопрос. Получается, конечно, очень активная деятельность. Каждый ребенок задает минимум 15 вопросов, получает минимум 15 ответов. Посмотрите, насколько энергично происходит именно повторение, изучение и оценка результатов знания. Один из таких приемов, как одноминутное эссе. Я, конечно, говорю о начальной школе, это одноминутное эссе. Это сочинение небольшого объема, а для старшего звена это может и 3- и 5-минутные. Во-первых, хорошо для развития речи, а здесь дети четко понимают, что самое главное ты узнал на уроке сегодня. Это вопрос, которым на эссе должен он ответить. Что он узнал главное? То есть не просто просидел как-то, вот ничего не делая, а что-то он узнал. Пусть это будет несколько строчек, ведь одноминутное эссе. И какие вопросы для тебя остались непонятными. Если вы используете такое эссе во время урока, то вы отслеживаете именно как по этапам ребенок усваивает. Если в конце, то вы получаете результат, что же узнал, и ставите цели на будущее. То есть что непонятное для ребенка осталось. И такой вот прием формирующего оценивания очень эффективен. Он, конечно, очень много времени занимает, потому что если у вас большой класс, проверить, вот посмотреть эти сочинения, дело долгое. Скажете, и так у меня работы много, но он дает очень качественный результат. Ребенок каждый анализирует, что же он изменил в себе за этот урок. Мы никуда не уйдем и от тестов, которые используются для проверки результатов изучения на уроке. Главное, чтобы эти тесты были информативны для вас, не такие объемные. И, конечно, нужно искусство составления вопросов. Используются мини-тесты. Это фактически 2-3 вопроса, которые вы в ходе урока или в ходе какого-то мероприятия задаете ребенку и сразу мгновенно получаете ответ, что знают дети, что не знают, на что обратить внимание. Вот. Это у нас элективный тест, это выборочный. Здесь должны быть ответы одновременные. И лучше, если, знаете, как раньше были вот такие карточки с буквами. То есть ребенок не пишет каждый ответ на бумажке, а просто вот в ходе урока вам показывают ответ. Например, красный, синий, зеленый там, или буква А, Б, В показывает ответ, и вы сразу видите, понял ребенок, не понял, как он движется дальше. И здесь обязательно нужно дать ребенку время подумать. То есть не так вот он просто угадал, а именно он подумал. Есть такой формативный тест, он тоже работает, но работает для группы. Учащимся предоставляется время на обсуждение вопросов в малой группе. После обсуждения дети выдают результат, то есть заполняют лист ответов, но баллы подсчитываются отдельно. Необходимо предупредить учащихся, что не обязательно вы даете тот ответ, который дает группа. У вас может быть свое мнение, свое решение какое-то. И, конечно, когда ученик может услышать мнение других и доказать свое, это тоже немаловажно. Это как раз вот и работает самооценка, работает формирующее оценивание. Здесь, конечно, в чем проблема сейчас, то, что мало осталось таких вот инструментов онлайн для работы с тестами, не все работает. Но вот я бы порекомендовала сервис, который у меня представлен на экране, онлайн-тест-пад. Попробуйте, это русский, именно российский результат вот работы, бесплатный, где можно составить различные тесты. Я, конечно, себе еще его запланировала на обучение, очень часто использовала другие различные, мне очень нравился Learning Cups, вот я использовала для своей работы, но сейчас вот как-то я склоняюсь, конечно, к освоению российских сервисов, почему бы и нет, почему бы не попробовать новое, а вдруг это более удачный даже результат будет для нас. И, конечно, по результатам тестирования должна быть очень качественная обратная связь. Вы не только говорите ребенку, что получилось хорошо или плохо.
как у нас обычно пишем, думай, ты должен работать лучше, ты хорошо отвечал, молодец, прекрасный результат. Но ребенок не понимает, вот ему написано, думай, о чем он должен думать, или что он хорошо ответил, а что плохо. Здесь, конечно, рекомендуется более развернутая обратная связь в формирующем оценивании. Например, как изменится результат, если ты сделаешь вот так вот, по-другому. Что же ты мог изменить, чтобы работа была лучше? Конечно, когда ты начинаешь работать с этой обратной связью, трудно подобрать, иногда и слова не хватает. Почему бы не хорошо поставил 3, 2, да и все, и пошел. А вот, конечно, более обратная связь работает, которая более развернутая, которая заставляет ребенка думать над результатом, который он получил, и пытаться что-то изменить. Хотелось бы еще представить различные такие интересные методики, которые есть. Например, методика формирования оценочных суждений. Мы знаем, что в начальной школе очень тяжело идет работа с самооценкой, и ребенку очень трудно себя критиковать. Но если он себя сопоставит с каким-то сказочным героем, например, и оценит себя с помощью вот этого героя на уроке, то ему будет проще. Например, если вот ребенок использует таких героев, как мальчики, перечисленные Илья Муромец, Домовой, Соловей-разбойник, Спящая красавица. Девочки, Василиса Премудрая, Русалочка, Пеппи Длинный чулок, Спящая красавица. Например, характеристики героев. Кем я сегодня был на уроке? Вот такая линейка. Я считаю, что я там на уроке был Ильей Муромцем. Что же делает Илья Муромец? Знает и отвечает домашние задания, активно участвует в обсуждении новой темы, помогает, но не мешает другим. Ребятам даны вот эти характеристики. Если они себя оценивают, они ставят звездочку вот именно напротив этого героя. Или, например, знаю ответы на вопрос по новой теме, но никому ничего не скажу. Вот это больше к русалочке у нас относится. Вот. И кто-то себя русалочкой выбирает, а кто-то у нас есть и соловей-разбойник. Успевай поговорить со всеми, могу нагрубить. Эти все высказывания ребенку предоставляются. Он себя только оценивает как вот сказочного героя, выставляет звездочку там, где он считает себе нужным. Дети обычно вот очень активно работают с этой методикой и неплохо оценивают себя. Ведь мы как бы оцениваем не себя, а сказочного героя, который не умеет себя вести. По оцениванию у нас никуда не делись и метод неоконченных предложений. Но, конечно, его больше можно сделать более интересным. Например, выбрать различные методики, например, раскрашивание картинки, используя на интерактивной доске. Ребенок выбирает высказывание, так представлен слайд, на уроке я узнал. Подходит, отвечает, что он узнал, и нажимает, и картинка постепенно раскрашивается. То есть это интерактивно. Обычно, если на уроке начнешь выспрашивать, редко кто что от того, что можно добиться. А тут желающих просто огромное количество выйти. Можно использовать различные лотереи, когда вот просто на карточках написано начало высказывания, а ребенку необходимо продолжить. Тоже очень интересно это работает. Никуда не делись и наши знакомые светофорчики в первых классах и волшебные линейки дальше. Особенно меня заинтересовала в последнее время вот волшебная линейка, вроде старый такой прием, но работает хорошо. Когда у нас начались проблемы с почерком, именно, стали криво и косо писать, я взялась за эту линейку. Мы стали чертить линейку, и ребенок сам оценивал себя, как он писал красиво. Мне даже не грамотность была важна, а именно, чтобы зафиксировал, что же он, как уже считает, он пишет. И я, конечно, поразилась такому результату, что многие-то считают, что они пишут очень красиво, отлично. А на самом деле результат меня не устраивал. И вот мы начали беседовать, а почему, а как, вот где бы я оценила, где бы ты оценил, почему у нас такая разница именно вот в этом крестике. И дети сами стали просить, а можно я вот начерчу линейку, оценю свою работу? Конечно. И в свое время это мне очень помогло в работе над самооценкой ребенка. У более старших ребят можно использовать такую рефлексию. Это метод 5 пальцев, заверта. Здесь у нас у каждого пальца имеется своя, так сказать, задача, что он оценивает. И даны различные вопросы. И раньше эта, конечно, методика не применялась для оценивания, но применялась как-то более широко. Но на уроке это тоже можно использовать, если именно взять вот такой короткий результат. Например, какие чувства и какие трудности испытывает, и вот отвечает большой палец. Вот скажите, пожалуйста, какие? Вот ребенок выбирает этот палец, его держит, так сказать, перед собой и говорит то, что он испытывает.
Или, например, что нового ты узнал? Тоже это мизинец пошел. И он вот именно на пальцах иногда можно просто вот проговорить те результаты, которые не получились или которые получились, успехи. Сначала это будет выглядеть немножко странно, но потом это очень хороший результат. Какой бы палец что оценивал. Например, мизинец мысли, знаний, информацию. То есть что нового вы узнали? Подумайте. Безымянный, близость к цели. Что я сегодня делал, чего достиг? Почему бы это не вопрос в конце урока? Да? Среднее состояние духа. Что связано у меня с положительными эмоциями? Пожалуйста, это эмоциональное состояние. И можно выбрать, что мы сегодня оцениваем, какой палец у нас сегодня работает. Вот и в завершение я хочу сказать, конечно, вы не можете взять эти техники сразу ввести в свою работу. Надо что-то выбрать. И я советую сначала выбрать, решить, что же вы хотите узнать в процессе оценивания. Выбрать техники, которые вам простые, удобные и понятны. Объясните цель, для чего вы будете использовать это детям. Обязательно оцените. Возможно, и родителям придется оценить. И, конечно, рассказать, как вы будете использовать эту информацию, для чего она вам нужна и как вы ее будете использовать. Это тоже очень важно для ребенка, чтобы он чувствовал себя в безопасности, чтобы он мог сказать, высказать о своих эмоциях, но не боялся, что куда-то это будет сообщено. Какие же плюсы мы получаем от формирующего оценивания? Конечно, ученик становится активным участником оценивания. Возникает высокая мотивация, ведь он сам себя оценивает и видит свои результаты и определяет цели движения. Самооценка – это то, что мы начинаем работать, с чем начинаем работать в начальной школе и дальше ведем детей. Нет страха перед ошибкой. А для учителя это делегирование своей ответственности. Он делегирует ее ученику, группе, компьютеру. То есть он разделяет это уже вот результат. Повышается качество обучения. Сначала вроде бы незаметно, время, кажется, долго уходит, но потом результат виден. И, конечно, мотивированные ученики, которые хотят учиться дальше, хотят изменять себя и получать новые знания. Я вам рассказала только о минимуме техник, которые можно использовать. Наверное, больше рассказала о самом формирующем оценивании, но техники используются как старые, так и новые, их достаточно много. Начинайте с малого, начинайте с каких-то мелочей и постепенно включайте детей вот в активный процесс, тогда у вас и получится хороший результат. Так, я рассказала, закончила. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите, спрашивайте. Наталья Николаевна. Оксана Геннадьевна, благодарим вас. Наталья Николаевна у нас ушла на другое мероприятие. Марина Анатольевна с вами. Продолжаю работу. Очень подробно, коллеги, нам представлена была технология проектирования инструментов формирующего оценивания и технология применения этих инструментов для оценки деятельности и результатов деятельности ученика на уроках. Благодарим вас, Оксана Геннадьевна. Коллеги, если у вас есть вопросы, вы можете всегда их задать либо в чате, либо во вкладочке «Вопросы», и коллеги нам всегда свои ответы дают. Ну что ж, тогда мы продолжаем дальше, если вопросов нет. Очень важно, что мы должны применять формирующее оценивание в различных видах деятельности обучающихся. Да? Не только в урочной деятельности, не только в учебной деятельности, но и в рамках деятельности проектной и исследовательской. И мы предлагаем для вашего внимания видеокейс, представленный Радиком Хамитовичем Туринбековым, который рассказывает нам об актуальности проектной деятельности в работе образовательных организаций на примере школы номер 40 города Воркуты. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники международной методической конференции «Эффективный учитель для эффективной школы». Меня зовут Туринбеков Радик Хамитович, и позвольте вашему вниманию представить опыт работы об организации проектной деятельности учащихся в работе образовательной организации на примере нашей школы, школы с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты под номером 40. В современном мире часто приходится слышать: с уверенностью смотрите в будущее в направлении своей мечты. Или большинство из нас живет как ветер, двигаясь то вперед, то назад, от одного дня к следующему. Мы верим, что наша жизнь не просто случайность, и что мы все должны участвовать в ее проектировании. Просмотрев фильм,
в Bucket List с участием Джека Николсона и Моргана Фримана еще больше людей стало писать список своих собственных целей. И здесь находится психологический момент, когда человек не просто напишет список, это отправная точка на пути к проектированию жизни, в которой он живет. Возможно, вам знакома и другая ситуация, когда люди каждый год, обычно в конце декабря, составляют список вещей, которые хотели бы достичь в следующем году. Как показывает практика, успех во многом определяется способностью человека самоорганизовываться, то есть организовать свою жизнь на примере проекта. Определить внешние и внутренние факторы, определить перспективу достижения целей, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Можно сказать, что каждый из нас неоднократно сталкивался с проектной деятельностью в течение жизни, но иногда и не понимает этого. Многочисленные исследования поведения как в нашей стране, так и за рубежом показали, что большинство современных лидеров в политике, в бизнесе, искусстве, спорте – это люди, обладающие проектным типом мышления. Сегодня в школах создаются все условия для развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся проектной деятельности. Чтобы лучше разобраться, что такое проектная деятельность и зачем она нужна, можно заглянуть в федеральный государственный образовательный стандарт. Там сказано, что в современной школе современная школа должна быть ориентирована на формирование, в первую очередь, компетенций 21 века. Школа знаний, умений и навыков должна уйти в прошлое. Практически любая информация стала доступной. Скорость изменения в мире требует все новых и новых знаний. И заучить их просто не под силу ни одному человеку. А значит, нужно научить новое поколение не добывать и запоминать, а систематизировать, верифицировать информацию, критически мыслить, находить нестандартные решения, пользоваться инструментами познания и проектировать свою деятельность. Также считает и автор бестселлеров Amazon в инвестициях Джефферсон Хейден. В своей работе «Миф о мотивации. Как успешные люди настраиваются на победу» говорит о том, что преуспевающих людей много. Большинство из них умны, креативны и талантливы. Но будем честны, так бывает далеко не всегда. Как же им так удается добиться успеха? Джефф Хейден в своей книге доказывает, что мотивация куда важнее всех знаний, умений и навыков. Если ты мотивирован, то все остальное появится само собой. И наоборот. Обладая непрерывными знаниями и умениями, можно так ничего и не добиться, если не научить себя мотивировать. В образовательном процессе проектная деятельность стала мотиватором в развитии общего образования. Сегодня педагог находится в постоянном поиске более эффективных и качественных средств образования, призванных содействию развития не только творческих способностей учащихся, но формированию навыков саморазвития и самообразования. А в связи с этим проектная деятельность приобретает большую актуальность, поскольку призвана скорректировать и обогнать учебный процесс. Основной тезис современного понимания проектирования – все, что познаю, знаю. Для чего мне это нужно и где и как я могу это применить? Где могу я применить полученные знания? Это то, что и привлекает внимание многие образовательные системы, которые стремятся найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. Как известно, метод проектирования деятельности пользуется все большей популярностью во всем мире. Например, образовательные стандарты США.
предлагают использовать проектное обучение как базовый метод преподавания в школах. В Европе и США задача проектного обучения – научить детей мыслить, коммуникации, преодолеть трудности и достигать прогнозируемых предметных результатов. Многие школы США и Европы, и Сингапура, и Австралии активно используют этот метод для обучения физики, химии, биологии, истории и литературы. Многочисленные исследования показывают, что проектное обучение повышает мотивированность школьников к учебе, позволяет глубоко разобраться в проблеме. Ученики в проектных классах дольше помнят усвоенный материал и могут применять знания на практике. В России метод проектов был известен уже в 1905 году. После революции он применялся и в школах по личному распоряжению Надежды Константиновны Крупской. С 1919 года под руководством выдающегося русского педагога-экспериментатора Станислава Шацкого в Москве работала первая опытная станция по народному образованию. В 1931 году постановлением ЦК ВКПБ этот метод был осужден как чуждый советской школе и не использовался вплоть до конца 80-х годов 20 века. Однако возобновление проектной деятельности в школьную практику временами наталкивается на определенные трудности. Так, на сегодняшний день нет единого определения проектной деятельности. Пункт 31.3 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования гласит так: в том числе проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ. Но есть некоторые критерии, на которые ориентируются современные школы. Например, все сходятся во мнении, что в результате проектной деятельности должен появиться продукт. Нечто нужное обществу, целой аудитории, какой бы узкой она ни была. Разнообразные проектные конкурсы оценивают именно результат проекта, то есть продукт, а не процесс. Проанализировав понятие проект с точки зрения различных авторов, мы пришли к выводу, что проектом могут называть работу самого различного жанра. От обычного реферата, информационный проект, и нестандартного выполнения стандартного задания. Например, ответ по географии или истории с использованием песен, танцев, изучаемой страны или эпохи. Но до действительно серьезного исследования с последующей защитой по принципу курсовой или дипломной работы. Существует версия, что в путаницу вносят наши средства массовой информации, в которых проектами называют различные мероприятия, шоу-программы, благотворительные акции. Таким образом, и у учителя не складывается четкое понимание о проекте как методе обучения, а у учеников о проекте как вполне определенном виде самостоятельной работы. Среди различных видов самостоятельных работ учащихся ближе всего по жанру к проектам стоят доклады, сообщения, рефераты и учебные исследования. Может быть, поэтому их часто путают не только дети, но и взрослые. Прежде чем говорить о проекте как методе обучения, нужно разобраться, что же такое проект и чем он отличается от других видов работ. Чтобы избежать всех этих проблем, необходимо четко определить, что такое проект, каковы его признаки, в чем его отличие от других видов самостоятельной работы ученика, какова степень участия учителя на различных этапах выполнения проекта, как это зависит от возраста учащегося, от когнитивных особенностей, индивидуальных особенностей учащихся,
Ученые, работающие над этой проблемой, едины во мнении. Образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике деятельности и удобного планирования проекта по содержанию деятельности. Школьная проектная деятельность может быть различной по объему задач, положительности, характеру координации и контактов, форме поведения, виду деятельности. С помощью проектов педагог может добиться успеха в решении многих проблем в предпрофильной деятельности. Это может быть пример обновления дидактического обеспечения класса, разработка и внедрение тематических планов неурочной деятельности, ознакомление с темой и методом погружения в тему урока и тому подобное. Проектирование учащихся предусматривает сотрудничество педагога с ребенком в творческой деятельности по решению заинтересованных для ребенка проблем. Проектная деятельность является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает возможность раннего формирования профессионально значимых умений учащихся. Проектная технология нацелена на развитие личности школьника, их самостоятельности, творчества, креативного мышления. Оно позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальной, парной, групповой, коллективной. Цель учащихся – найти ответы, направленные на решение конкретной проблемы, для достижения оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельных творческих работ учащихся, но только как способ достижения результата проекта. Условия успешного осуществления проекта – это учет желаний и опыт участников проекта, как педагога, так и учащегося. Наличие проблем, интересующее начало, выделение противоречий. Сотрудничество педагога и учащихся, заинтересовать педагога детскими проблемами, знаниями. Свобода детей в выражении собственного мнения, к выборе деятельности. Наличие информационной и материальной базы. Знания методики. Проблемность противоречия обеспечивает открытость к новому формированию, склонность к самообучению и к саморазвитию ребенка. Анализируя особенности организации проектной деятельности в нашей образовательной организации, можно прийти к выводу, что такой подход способствует гармоничному развитию личности ребенка через собственный интерес к сотрудничеству с педагогом, а также повышает и профессиональное мастерство самого учителя. Мы считаем, что активное внедрение проектной деятельности в современных образовательных организациях будет перспективным в ближайшее время. Так оно и является. Оно также является и потребностью современного общества. Спасибо за внимание. Коллеги, мы благодарим Радика Хамитовича за представленный видеокейс. И мы понимаем, что вот именно в проектной и исследовательской деятельности прежде всего мы отрабатываем с ребятами те инструменты формирующего оценивания, которые нам представила в своем выступлении Оксана Геннадьевна Карандышева. Коллеги, мы завершаем работу площадки по проектированию инструментов формирующего оценивания. Сегодня, конечно, не первый и не последний раз, когда мы эту тему поднимаем. Мы приглашаем вас на наши последующие методические семинары, на которых мы более подробно представим возможности реализации различных инструментов формирующего оценивания. Коллеги, а дальше мы приглашаем вас на нашу площадку повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. Пожалуйста, переключайтесь. Удачи!